Украинская война уже идет так долго, что кажется, мы уже к ней привыкли. Обстрелы Белгородщины стали уже обыденностью, что уж говорить про Харьковскую, Киевскую или Херсонскую области. Мы можем не замечать, но в Чувашию каждый день приходят похоронки. Так сколько жителей нашей республики погибли на этой войне? Кто были эти люди? Откуда они? Мы в сердитой Чувашии с первого дня войны ведем список погибших. Этого не делает Министерство обороны. Об этом не отчитывается Олег Николаев. О них не говорит национальное телевидение и не пишет Советская Чувашия. Мы собираем имена по районным газетам и пабликам ВК. Видим их на надгробиях по всей республике. Мы проверяем информацию через реестр наследственных дел, ищем родственников и только после этого публикуем. За эту работу нам заблокировали сайт. А мне регулярно приходят новые штрафы и угрозы от власти. Они не хотят, чтобы вы узнали правду. Посмотрите этот ролик и поделитесь им со своими друзьями в личных сообщениях. Посмотрите, сколько людей война уже забрала у нас. Чувашия – небольшая республика, и наверняка вы их знаете. Это ваши соседи, одноклассники, бывшие коллеги, ваши близкие. Чтобы видео смогли увидеть больше людей, поставьте ему лайк и напишите комментарий. А мы начинаем. Список выполняется именами каждый день, поэтому за время, пока мы написали этот сценарий, сняли видео, смонтировали, погибло еще больше людей из Чувашии. Сейчас я рассказываю о данных на 19 июля. Всего мы собрали 573 имени. Это только те, кого мы нашли. Погибших на самом деле гораздо больше. Вдумайтесь, в Афгане и в Чечне вместе взятых погибло 244 человека из Чувашии. В Украине мы потеряли в 2 раза больше людей за гораздо меньшее время. Больше всего погибших 93 человека, или практически каждый шестой, родом из Чебоксар. Следом Новочебоксарск 44 человека. Понятно, почему здесь погибших больше, в городах живет больше людей. Всего из районов погибло 411 человек. Если учитывать, какое здесь маленькое население в сравнении с столицей республикой и городом-спутником, получаются страшные цифры. Выходит, что на убой идут простые мужчины из районов. При этом, конечно, надо понимать, что часть из них тоже могли жить в Чебоксарах и Новочебоксарске, но попали в нашу статистику по месту своего рождения. Много погибло мужчин из Шумерлинского района, 41. Даже больше, чем в Большом Канашском и Чебоксарском. Там погибло по 32 человека. С чем это связано? С работой военкоматов или местной администрации? Мы не знаем. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Сколько им было лет? Самым молодым, чей возраст был установлен, было 19. Таких на фронте погибло уже 4 человека. Самому старшему было 64. Погибшие студенты, погибшие пенсионеры – вот реальность войны. Если делать разбивку по возрастам, окажется, что больше всего погибло людей в возрасте от 30 до 35 и от 26 до 30. Чуть меньше было тех, кому от 20 до 25. Средний возраст погибшего – 35 лет. Все это стильные, здоровые мужики, самая активная часть республики. Они должны были строить дома, жениться, работать, смотреть мир. Но из-за государственного вранья и плана по набору на мобилизацию они больше никогда не смогут увидеть своих близких. Больше всего погибших пошли на фронт добровольцами, 150 человек. 78 погибших воевали в подразделениях Вагнера. Мы их знаем поименно. По большей части они завербованы из колоний. Кроме того, благодаря расследованию Медиазона мы знаем минимальное число убитых заключенных, которых Пригожин забрал на фронт из колоний. В Чувашии это 126 человек. В Медиазоне известны только номера их жетонов, имена мы не знаем до сих пор. Всем зэкам обещали полугодовой контракт, а после него амнистию. Амнистию подписывает лично Путин своим указом. Когда мы искали погибших заключенных, некоторые биографии по-настоящему пугали. Смотрите сами. Александр Николаев облил женщину бензином и поджег. Андрей Убанкин избил старушку. Владимир Куропаткин с особой жестокостью убил знакомых из-за фанфуриков. Олег Порядков убил беременную женщину. Роман Сидоров совершал кражи и грабежи, убил девушку и сбегал из тюрьмы. Страшно представить, что было бы, если бы они вернулись с фронта. Когда преступников амнистируют, чтобы отправить на войну, у пострадавших
Конечно, никто ничего не спрашивает. И хотя большинство головорезов и маньяков погибают, есть и те, кто выживает и уже с новым жестоким опытом возвращается домой. Самая громкая история про 23-летнего Никиту Любимого из Маргаушского района. Еще несовершеннолетним он отсидел 3 года за изнасилование. В 2020 году он сломал ребра пожилому односельчанину и украл 8000 рублей у собутыльника и избил женщину. Любимов сел, а потом его освободили, чтобы он отслужил в ЧВК «Вагнер». Ему повезло выжить, и уже в ноябре 2022 года он вернулся в родную деревню, где стал держать людей в страхе. В итоге, спустя полгода Любимов избил знакомого до смерти, того самого, которому он ломал ребра в 2020 году, за что и сел. По сути, уголовник просто вышел на свободу и закончил начатое. Сейчас ЧВК «Вагнера» нет, но дело по вербовке заключенных живет. Сейчас их набирает Минобороны в подразделение «Шторм-З». В январе этого года фронтовики «Шторма-З» в Чебоксарах записывали обращение к президенту, требуя выплат и социальных гарантий. А депутат Госсовета Андреев просил пенсию для вагнеров. Ну вот кто никак не может вернуться с фронта, так это мобилизованные. Их погибло 56 человек. Когда мобилизация только началась, власти обещали, что мобилизованные не будут служить на передке. Результат мы видим. Еще 3 погибших были гражданскими. Один был волонтером, отец 2 детей, шумерлиец Александр Арданьев. Вместе с женой поехал доставлять груз для российских военных на юг Запорожской области Украины. Рассказывают, что его застрелил пьяный военный, которому предназначался этот самый груз. 2 работали экскаваторщиками на стройках на захваченных территориях. Петра Корсакова из Ячинского района отправила вахты на оккупированную территорию Украины компания, в которой он работал. Дорожная техника попала под обстрел, а Корсаков не дожил месяц до своего 40-летия. У него осталась жена и 2 детей. При каких обстоятельствах попали на фронт еще 222 человека, нам, к сожалению, ничего не известно. Они могли быть кем угодно, от кадровых военных до тех же заключенных или мобилизованных. Мы собрали еще и статистику по роду войск, в котором служили погибшие. Конечно, у большей части, 398 человек, это идентифицировать не удалось. В Чувашии исторически нет военных частей, поэтому, скорее всего, большинство погибших это люди из обычных мотострелковых войск. При этом, среди тех, о ком мы знаем, наверняка больше всего погибло из ВДВ, 64 человека. В большинстве своем мужчины из Чувашии погибли в октябре прошлого года, когда колонна 1251-го полка с мобилизованными попала под обстрел хаймерсов. Мы знаем имена 16 человек, которые погибли 29 и 30 октября, а еще 6 в первые дни ноября. Всего в октябре и ноябре 23 года погибло 57 человек. За прошлый год мы потеряли 191 человека, тогда как в 22-м погибших было 154. В этом году было убито уже 93. Напоминаю, что при этом у 131 человека мы не знаем даты смерти. Мы достоверно знаем, что за эти 2,5 года войны 91 ребенок в Чувашии остался без отца. 3 целых класса общеобразовательной школы полных сирот. 24 год, я хочу напомнить, Путин объявил в России годом семьи. Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. Чаще всего у погибших осталось по 1 или 2 детей. Но у одного их было вообще 7. Это Александр Ильин из деревни Вурман-Косы Красноармейского района. Он погиб под Бахмутом в возрасте 29 лет. Еще погиб мужчина по имени Андриан Николаев, у которого было 2 детей и 3 внуков. Сейчас вся тяжелая работа по воспитанию и содержанию детей взвалена на плечи вдов. Данное месте гибели у нас очень мало, но в целом это не удивительно. Но думаю, что в российской армии относятся к сбору этой информации сколько-нибудь серьезно. Поэтому из 573 человек мы ничего не знаем о месте гибели 431 человека. По известным данным, больше всего людей из Чувашии погибло в Донецкой области, особенно под Авдеевкой и Бахмутом, где дольше всего проходили ожесточенные бои. Мятежный Пригожин не зря называл взятие Бахмута бахмутской мясорубкой. За всеми этими цифрами скрываются настоящие люди и реальные истории. Так, в декабре прошлого года 2 мобилизованных из Новочебоксарска, 32-летний Александр Бурмистов и 21-летний Никита Данилов, употребили синтетические наркотики в поезде по пути на фронт. Один умер от передозировки на месте, второй впал в кому и скончался в больнице.
Мобилизованный Дмитрий Германов из Чебоксарского района погиб в Ульяновской учебной части, даже не доехав до фронта. Жене сообщили, что 34-летний Дмитрий упал. Его доставили в больницу и сделали трепанацию черепа. Спустя 3 недели он умер, не выходя из комы. Версии о причинах травмы разнились. Начальник штаба даже говорил, что у мобилизованного случился приступ эпилепсии, который тот никогда не страдал. В свидетельстве о смерти указаны множественные травмы головы, отек мозга и травмы, нанесенные тупым предметом. Как закончилось это дело, неизвестно. Судя по всему, его замяли. Виновные так и не понесли наказание. Про мобилизованного Александра Вологушкина писали в «Прогороде». Он со своей избранницей сыграл первую в 23 году свадьбу в Алатыре. Теперь героиня этой статьи – вдова. На фронте погиб бывший депутат Цивильского района от «Единой России» Владимир Дмитриев. Он выступал против продажи земли под строительство китайского завода и даже помогал местным фермерам. А потом поехал на войну. Дмитриев пошел на фронт добровольцем. Погиб от прилета дрона в госпитале. 40-летний Василий Петров был главой Яншихова-Челинского сельского поселения Красноармейского района. У него осталось 2 детей. Александр Волков заведовал сектором археологии Чувашского национального музея. Ушел на фронт добровольцем. Ему было 31 год. Или 49-летний Иван Максимов. Он раньше работал охранником бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. В мае этого года начальник штаба дивизиона майора Дмитрия Кучаева из Шумерля убил сослуживец. Его спровоцировал обстрел Харькова, в который пострадала его мать. Этот сослуживец пошел на фронт, чтобы накопить деньги на операцию по коррекции зрения. А вот другая история, произошла совсем недавно. 28-летний Александр Журавлев из Чебоксар по одной из версий мстил сослуживцам за унижение. В пункте дислокации в Белгородской области он убил 2 человек и 1 ранил. Журавлев сбежал, его поймали через несколько дней. Еще в Украине погиб 56-летний ветеран войны в Афганистане, ВДВшник Александр Артемьев, уроженец села Новая Архпендина Батаревского района. В 80-х воевал в легендарной 9-й роте 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ. Артемьев пошел на СВО добровольцем. В некрологах пишет, что он героически погиб при выполнении поставленных задач во время спецоперации. Вот такая статистика. И это лишь верхушка айсберга. Работу по сбору этих имен не делает никто, кроме нас. Властям наплевать на людей, на погибших, на их родственников, на их детей. Нескольких они повесят на памятные таблички. Чьи-то фотографии напечатают на партии героя ради пропаганды. Но в реальности им наплевать. Имя каждого погибшего должно быть известно. Если вы считаете так же, то поддержите нашу работу. Подпишитесь на ежемесячные пожертвования на Бусти или отправьте нам единоразовый перевод. Если вы живете за рубежом, для вас есть Patreon и PayPal. А для самых осторожных есть криптовалюта. Все ссылки в описании. Если у вас есть информация о погибших, пишите нам в Телеграме, чтобы мы могли делать эту важную работу и дальше. Пожалуйста, поддержите нас. Наша команда совсем небольшая, у нас нет спонсоров во власти или где-нибудь еще. Вести эти списки значит понимать, чего нам стоит эта ужасная война. Не забывайте подписаться на канал и обязательно поставить лайк. До встречи.